Прямо из дома. Может, статистика какая-то выводится, сколько человек? Обязательно. Нам ребята выведут статистику. Все, трансляция пошла. Да. Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня наша встреча посвящена вопросам обязательного пенсионного страхования, вообще пенсионной системе в Российской Федерации. Я думаю, что вы, в принципе, много знаете о том, как устроена пенсионная система России. Ну и начнем, наверное, именно с 3 уровней пенсионной системы в Российской Федерации. Кто-то может мне сказать, какие виды пенсионного страхования и какие 3 кита в пенсионной системе Российской Федерации существуют? Я имею в виду обязательное пенсионное страхование, да, то есть у нас 3 кита, да, это обязательное пенсионное страхование, государственное пенсионное обеспечение и негосударственное добровольное пенсионное обеспечение. Вот. Обязательное пенсионное страхование, вы знаете, что в любой системе страхования есть участники. Вот. Участниками пенсионной системы являются страховщики. Страховщиками является Пенсионный фонд Российской Федерации, негосударственные пенсионные фонды, страхователи. Страхователи — это все организации, предприятия, которые, ну и в том числе страхователями являются у нас индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты. Вот это. Все они являются участниками пенсионной системы. Но и основные участники — это, конечно же, застрахованные лица. То есть застрахованные лица — это каждый человек, зарегистрированный у нас в системе обязательного пенсионного страхования. На сегодняшний день в системе обязательного пенсионного страхования России зарегистрировано 155 миллионов человек. Сразу скажу, что вот в этом году вы все знаете, что каждому участнику системы обязательного пенсионного страхования ранее выдавалось страховое свидетельство. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, так называемая зеленая карточка, в котором указан СНИЛС, страховой номер индивидуального лицевого счета. А с октября месяца этого года страховые свидетельства у нас не выдаются. Внесены изменения с 1 апреля 2019 года в основной закон по персонифицированному учету. Это 27 федеральный закон от 1 апреля 1996 года. Называется он о системе индивидуального персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования. Ну, что в настоящее время выдается тем людям, которые у нас проходят регистрацию? Выдается уведомление. То есть, если раньше выдавалась зеленая карточка, которую все, в принципе, себе представляют, и наверняка у каждого она есть, теперь выдается при регистрации формат А4 лист, в котором указан страховой номер индивидуального лицевого счета, который необходимо указывать при предоставлении государственных услуг. То есть вы знаете о том, что страховой номер индивидуального лицевого счета является единым идентификатором для оказания государственных и муниципальных услуг. Что собой представляет лицевой счет, индивидуальный лицевой счет каждого застрахованного лица? Это не какой-то счет в банке. Это реально запись в информационных ресурсах ПФР, которая содержит все сведения
о накопленных пенсионных правах в течение всей жизни гражданина. Ну, получают у нас страховой номер индивидуального лицевого счета и новорожденные. В настоящее время регистрация новорожденных идет с использованием Федеральной государственной информационной системы Единый государственный реестр, ЕГР-ЗАГС, так называемая запись актов гражданского состояния. Система эта стала работать с 1 октября 2018 года. Но получить государственную услугу по регистрации в системе обязательного пенсионного страхования вы можете в любом территориальном органе ПФР, а также в многофункциональных центрах, либо регистрацию, заполнить анкету можно через единый портал государственных услуг. То есть вариант такой в принципе предусмотрен, подача заявления. Но кроме подачи заявления, вы знаете, что индивидуальный лицевой счет, он присваивается один раз и является уникальным в течение жизни для каждого участника системы обязательного пенсионного страхования. Что хотелось бы сказать по регистрации, я думаю, вопросов нет. Есть еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание. При изменении анкетных данных застрахованного лица необходимо внести изменения и в информацию, содержащуюся в индивидуальном лицевом счете. То есть девушки у нас выходят замуж, меняют фамилию. Также может быть изменено имя, отчество, в том числе и пол. Все эти изменения необходимо регистрировать, обращаться в территориальные органы ПФР, либо в МФЦ, заполнять определенный документ, это либо анкета, либо заявление об обмене, либо заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства. И в этом случае страховой номер у вас не изменится, а изменятся только анкетные данные. То есть вы получите такое же уведомление с тем же номером, в котором будут актуализированы ваши персональные данные, то есть фамилия, имя, отчество. Да, слушаю вас. Можно вопрос сразу. А в течение какого срока нужно зарегистрировать эти изменения? Эти изменения желательно регистрировать в минимальные сроки. Реально, чем раньше, тем лучше. То есть Жестких нет пока, да? жестких рамок в принципе нету, обязанности в течение месяца для любого застрахованного лица. То есть основной федеральный закон, который у нас регулирует систему обязательного пенсионного страхования, это закон от 15 декабря 2001 года об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации, номер закона 167. Этот федеральный закон, он устанавливает основы правового регулирования в системе обязательного пенсионного страхования. Я думаю, по регистрации вопросов особых, наверное, нет. Да? Про систему, про участников пенсионной системы мы тоже с вами немножко поговорили. На сегодняшний день по статистике еще могу сказать, то есть основной страховщик у нас в системе обязательного пенсионного страхования это все-таки Пенсионный фонд Российской Федерации. Это государственное учреждение, внебюджетный фонд. Он осуществляет установление и выплату пенсии почти 44 миллиона пенсионеров в нашей стране. Также осуществляет социальные выплаты, более 20 миллионов льготников у нас в стране. Я уже говорил, что учитываются пенсионные права, свыше 155 миллионов лицевых счетов открыто в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. И также Пенсионный фонд занимается выдачей сертификатов и направлением средств материнского капитала. Тоже более 9 миллионов российских семей охвачено программой МСК, так называемый материнский семейный капитал. И, естественно, мы осуществляем взаимодействие
со всеми страхователями, уплачивающими страховые взносы на обязательное пенсионное страхование работников. Страхователей в нашей стране порядка 9 миллионов в настоящее время. Вот. В обязанности страхователей входит представление отчетности как в систему органов ПФР. На сегодняшний день страхователи, работодатели, осуществляющие выплаты в пользу своих работников, представляют в пенсионный фонд ежемесячную отчетность по форме СЗВМ, которая содержит сведения о факте работы, да, и используется для того, чтобы вести учет пенсионеров, работающих пенсионеров, и осуществлять индексацию пенсий. Вы знаете, что в соответствии с законодательством индексация неработающим пенсионерам осуществляется ежегодно, вот, работающим осуществляется, да, то есть, Отдельное решение, да? ну, это ежегодно повышение страховой пенсии как бы есть, но касается это, когда выходите вы уже на пенсию, прекращаете трудовую деятельность, тогда за весь период коэффициенты индексации учитываются при определении размера вашей пенсии. Вот. А можно уточнить? Да. То есть если я перестала работать, мне что, вернут то, что не давали? Нет, со следующего Нет. месяца. Вам Ну, со сдел- следующего месяца после увольнения. Вам сделают, да, сделают Вернут расчет. и с учетом тех индексов, которые пропущены. Если сегодня размер вашей пенсии составляет, допустим, 10 тысяч рублей, да, и вы продолжаете работать, он ежегодно проходит индексация, ну, допустим, там на 4% там, в 2017 году, на 5% в 2018 году. Вот. В 2019 году вы прекращаете работу, и вам осуществляется индексация размера пенсии и за 2017 год, и за 2018, и за 2019. То есть размер пенсии учитывает все те индексации, которые прошли в тот период, когда вы работали. А можно вот реально на примере привести? Прямо ну, вот на досочке посчитать. Выгодно это или нет? А давайте мы вот этот вопрос следующему спикеру оставим, потому что Ирина Владимировна у нас занимается Да, ну правда интересно. непосредственно, Я ну, вообще думаю, может, Я не сработаю уже. уже, индексы, не помню. ну, Поэтому. эту Ну, в информацию, принципе, можно, знаете, каким образом узнать? У нас есть, то есть вы зарегистрированы в личном кабинете. Да, конечно. Да, вы можете получить справку. Там есть сведения о сумме начисленной. Это как раз эта сумма, та сумма пенсии с учетом индексации. И о сумме выплачиваемой. И посмотреть разницу. Все намного проще, считать ничего не нужно. ну вот затронули как раз вопрос об использовании электронных сервисов в системе ПФР. Тоже хочу на это ваше внимание обратить, такое пристальное внимание, потому что сайт, официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации содержит массу очень полезной информации, интересной. И также вы можете с помощью электронных сервисов узнать, и кто является вашим страховщиком, и кто и сведения о состоянии своего индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования. Ну, очень много электронных сервисов, и эти сервисы продолжают развиваться. На сайте также есть много информации и о законодательных изменениях, да, конкретно есть информация о предстоящих изменениях в пенсионной системе. Вот я начал все-таки про отчетность страхователей, да, назвал вам ежемесячную отчетность. Есть еще в системе ПФР для работодателей ежегодная отчетность по стажу, это так называемая форма СЗВ стаж. Она представляется ежегодно до не позднее 1 марта года следующего за отчетным. Представлялась вот в настоящее время за 17 и за 18 год от 19. Да? В 2020 году не позднее 1 марта будут представляться сведения страхователями за 2019 год. С 2017 года администрированием страховых взносов на обязательное пенсионное страхование занимается Федеральная налоговая служба. То есть в соответствии с федеральным законом 350
Функции по администрированию страховых взносов были переданы Федеральной налоговой службе, но и представление отчетности, та отчетность, которую вы раньше представляли в систему органов пенсионного фонда, территориальных органов, это расчеты по страховым взносам ежеквартальные, они сейчас представляются ежеквартально в территориальные органы ФНС в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. И не могу не сказать еще об одном виде отчетности, который в настоящее время проходит процедуру принятия законодательного решения. Это так называемая электронная трудовая книжка. Вы знаете, что 17 сентября было первое чтение законопроекта. Вчера второе чтение, во втором чтении был принят этот законопроект. Планируется, что с 2020 года будет для страхователей введен еще один вид отчетности, которая будет представляться ежемесячно в течение 2020 года, также как и ежемесячная отчетность в сроке не позднее 15 числа месяца следующего за отчетом. То есть первая отчетность страхователями будет представлена не позднее 15 февраля за январь. Ну и те организации, которые у нас будут проходить ликвидацию в январе, они обязаны будут представлять отчетности уже в январе месяце. Но новая отчетность будет содержать сведения о трудовой деятельности застрахованных лиц. Когда будет принят закон, конкретно все моменты и все позиции будут учтены. На сегодняшний день планируется, что будут представляться сведения о приеме на работу, об увольнении с работы, должность, квалификация. Вот такие основные сведения. Две формы отчетности, которые необходимо будет представлять работодателям, так называемая форма СЗВ-ТД и СЗИ-ТД. Проекты этих форм также размещены на сайте пенсионного фонда. То есть тем людям, особенно кадровой службы, бухгалтерии, мы рекомендуем также ознакомиться с представленными на сайте пенсионного фонда проектами тех документов, той новой отчетности, которая будет представляться со следующего года. А уже с 2021 года планируется, что отчетности о трудовой деятельности будут представляться страхователями, то есть вашими работодателями в пенсионный фонд в режиме онлайн. То есть в течение 2-3 дней эта информация должна будет поступать непосредственно в пенсионный фонд. Вот. И естественно, это, конечно, развитие информационных технологий в принципе способствует тому, чтобы было минимизировано количество ошибок при учете пенсионных прав граждан. Естественно, это будет способствовать и сокращению сроков для назначения пенсии. Я уже говорил, что минимизация ошибок при ведении, допустим, трудовых книжек на бумажном носителе. Бывает, что мы сталкиваемся с такими моментами, когда запись внесена неправильно. То есть либо указано неправильно, в общем случае, допустим, неправильно указана специальность, да, которая потом может повлиять на учет пенсионных прав в том плане, что льготная составляющая, вы знаете, что у нас есть списки профессий, которые имеют льготы при выходе на пенсию, и если в списке данная профессия не указана, то возникают обычно проблемы, и человеку необходимо подтверждать именно работу по льготной профессии для того, чтобы досрочно выйти на пенсию. Но по возрасту выхода на пенсию тоже вы знаете, недавно прошла у нас пенсионная реформа, пенсионный возраст был увеличен. В общем случае для
жителей северных районов, то есть для жителей нашей республики, выход на пенсию в настоящее время составлять будет, ну, мы не учитываем льготный период, об этом тоже можно поговорить, да, но, допустим, мужчины 68 года рождения будут выходить на пенсию в 60 лет. Если ранее было 55, то сейчас для мужчин 60, для женщин 55, но сохранилась льгота для женщин, имеющих 2 и более детей. То есть такая категория граждан у нас продолжит выходить на пенсию в 50 лет. И это очень отрадно. Вот. Ну, о чем еще хотелось бы рассказать? Тариф страховых взносов. Тариф страховых взносов, он достаточно долгое время уже не изменяется. Основной тариф это 22% от фонда оплаты труда. 22% от фонда оплаты труда подразделяется в свою очередь на 16% индивидуальная часть тарифа, которая учитывается на вашем индивидуальном лицевом счете, и 6% это солидарная часть тарифа. То есть эти средства непосредственно у нас идут на выплату, на финансирование выплат текущих пенсий. В свою очередь индивидуальная часть тарифа для граждан моложе 67 года рождения разбивается еще на две составляющих. Ну, это 10% на финансирование страховой пенсии и 6% на финансирование накопительной пенсии. С 2004 года вы знаете о том, что принят мораторий, и вся индивидуальная часть тарифа у нас учитывается как страховые взносы на финансирование страховой пенсии. То есть с 2014 года, и вот недавно был принят закон о продлении так называемой заморозки пенсионных накоплений до 2021 года. Но что это означает? Это означает только то, что в принципе никуда деньги, вот как некоторые недобросовестные агенты негосударственных пенсионных фондов объясняют, что переводите свои пенсионные накопления в негосударственные пенсионные фонды, потому что именно накопительную пенсию вы потеряете, что вот все уйдет в страховую, страховая пенсия у нас не наследуется, ну, порядок наследования несколько другой, то есть в рамках не как по Гражданскому кодексу происходит наследование пенсионных накоплений. Это у нас осуществляется в рамках правопреемства. То есть это несколько другая категория. Выплата правопреемникам осуществляется по очередям. Первая очередь, вторая очередь. То есть в этом плане есть определенная разница. Если по наследственному праву вы знаете, что там 8 категорий наследников, то в системе правопреемства только 2. Вот. Ну и все-таки всегда интересует вопрос именно формирования будущей пенсии, да, как получить на максимальный размер, при этом какие действия надо предпринять, чтобы на пенсии было достаточно средств для нормального существования. На сегодняшний день мы всегда говорим о том, что система обязательного пенсионного страхования подразумевает, что в течение всей трудовой деятельности вы думаете о том периоде, когда вы выйдете на пенсию, и сумма вашей пенсии будет устраивать вполне для нормальной жизни. Да? Чтобы пенсия была, по крайней мере, достойной, необходимо, во-первых, получать официальную заработную плату. То есть первая зарплата, с которой уплачиваются страховые взносы, будет способствовать тому, что все суммы, которые за вас перечисляет работодатель, будут учитываться на вашем индивидуальном лицевом счете. И это надо, конечно, контролировать. То есть вы примерно знаете,
сколько составляет ваша заработная плата. 22% от этой суммы учитывается на лицевом счете. Серые зарплаты, конечно, это только выгода на текущий момент. Да, то есть заплатили в конверте часть, и исследования у нас проводятся. Это проблема серьезная, которая связана и с финансированием текущих пенсий. По разным исследованиям до 60% работодателей у нас все-таки уходят от налогообложения, от уплаты страховых взносов в полном объеме. Естественно, с этим вопросом мы всегда боремся. И сейчас это налоговая служба работает над тем, чтобы все-таки те средства, которые обязан работодатель за вас перечислить, они поступили в бюджет пенсионного фонда и использовались для выплаты пенсий. Так, ну, страховой номер. Рассказали. По накопительной пенсии часто народ интересуется, где же все-таки осуществлять формирование своих пенсионных накоплений. Да, вопрос не праздный. Все-таки на сегодняшний день на рынке у нас работает 33 негосударственных пенсионных фонда на рынке именно обязательного пенсионного страхования. Вот, Государственный пенсионный фонд, то есть Пенсионный фонд Российской Федерации, и, скажем так, под крылом пенсионного фонда работает у нас 19 управляющих компаний. Сразу скажу, что количество негосударственных пенсионных фондов значительно сократилось. Если в 2004 году, когда только начиналась система развития накопительного элемента, на рынке было порядка 160 негосударственных пенсионных фондов. Но время проходит, контролирующим органом, который осуществляет надзор и контроль за работой негосударственных пенсионных фондов, является Банк России. Так же, как при работе с банками осуществляется отзыв лицензий, работа по предупреждению различных правонарушений. В свою очередь, негосударственные пенсионные фонды проходят реорганизации, сливаются, и этот процесс практически бесконечный. То есть вопрос только в том, что каждый должен знать, что переход и перевод средств своих пенсионных накоплений от одного страховщика к другому должен осуществляться не чаще одного раза в год. С 2016 года, в 2015 году был принят закон, в соответствии с которым при переходе от одного страховщика к другому возможна потеря инвестиционного дохода. И эта потеря может выражаться достаточно значительными суммами. То есть если пятилетний период не соблюден, то можно потерять инвестиционный доход за 4 года. За 4 года в настоящее время в среднем это бывает до 200 тысяч рублей. Об этом надо знать, и когда вы встречаетесь с агентами негосударственных пенсионных фондов, обычно недобросовестные агенты умалчивают о том, что при переходе вы можете потерять инвестиционный доход. На это хотелось бы, конечно, ваше внимание обратить. Для того, чтобы осуществился переход из пенсионного фонда в негосударственный пенсионный фонд или из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, должно быть 2 документа, обязательно наличие 2 документов. Это договор об обязательном пенсионном страховании, который заключается между застрахованным лицом и страховщиком, то есть негосударственным пенсионным фондом, и заявление, которое подается непосредственно в территориальный орган пенсионного фонда, заявление о смене страховщика. Вот эти 2 документа от одного и того же человека должны
поступить для того, чтобы на федеральном уровне Пенсионный фонд Российской Федерации внес изменения в единый реестр застрахованных лиц, и таким образом был бы осуществлен переход от одного страховщика к другому, следствием которого является передача средств пенсионных накоплений от одного страховщика к другому. То есть те деньги, которые на лицевом счете у вас были в составе специальной его части, средства пенсионных накоплений, они перейдут к другому страховщику. Много вопросов вызывали вот эти система этих переходов, и с 2019 года был принят закон, защищающий права граждан при переходах. 269 федеральный закон, в соответствии с которым, во-первых, было ограничено, скажем, количество вариантов подачи заявления о переходе. Если раньше возможно было подать такое заявление по почте, курьером, через многофункциональный центр, то с 2019 года такие заявления можно подавать только в территориальном органе ПФР лично, либо через сайт единый портал государственных услуг. Но для подачи такого заявления через портал госуслуг необходимо наличие электронной подписи, которой, к сожалению или к счастью, многие, в принципе, обычные граждане не обладают. То есть для того, чтобы ее получить, это необходимо достаточно много действий произвести. Вот. Это первый момент, то, что было предпринято государством в целях учета пенсионных прав граждан и сохранности их средств пенсионных накоплений. И второй момент, заявление о переходе можно подать не как ранее, это возможно было сделать даже 31 декабря, то есть не позднее 31 декабря. Сегодня закон нам говорит о том, что не позднее 1 декабря можно подать заявление о переходе к другому страховщику. И самое главное, что при подаче такого заявления застрахованному лицу вручается уведомление. Прежде чем он написал заявление, его подает, прежде чем его зарегистрировать, ему вручается уведомление, в котором указана сумма потери инвестиционного дохода в случае, если он все-таки хочет сменить страховщика. То есть та сумма, которую он потеряет, он знает это перед тем, как будет зарегистрировано его заявление о переходе. Это очень важный момент, и я могу сказать статистические данные, допустим, у нас республика небольшая, в прошлом году у нас таких заявлений было в республике подано порядка 1900. В этом году количество заявлений уже сократилось. По состоянию, допустим, на 1 ноября у нас было принято всего 480 таких заявлений о переходах, о смене страховщика. То есть люди, в принципе, у нас подходят уже более взвешенно. Конечно, стараемся и мы в этом деле помочь. Еще раз хочу обратить внимание на то, что сотрудники пенсионного фонда никогда не ходят по квартирам, никогда не предлагают свои услуги в качестве того, чтобы оформить договор об обязательном пенсионном страховании, не предлагают заполнить какие-то бланки заявлений. То есть если в таком случае кто-то к вам обратился, рекомендуем вместе с правоохранительными органами обращаться сразу именно в правоохранительные органы по таким случаям. Потому что, знаете, что очень та система, которая работала до 2019 года, то есть то несовершенное законодательство, которое позволяло, в принципе, без участия человека осуществить перевод средств его пенсионных накоплений другому страховщику, чем пользовались недобросовестные негосударственные пенсионные фонды. То есть неоднократные случаи, когда человек заходит
проверить состояние своего индивидуального лицевого счета и узнает оттуда информацию, что его страховщиком является какой-либо НПФ. Данные о страховщике, который действующий, у которого находятся средства пенсионных накоплений ваши в данный момент, вы можете увидеть непосредственно, получив извещение о состоянии своего индивидуального лицевого счета. Это можно сделать, как я уже говорил, в режиме онлайн, если вы зарегистрированы на сайте госуслуг, либо в личном кабинете застрахованного лица, либо его сейчас еще называют по-другому личный кабинет гражданина, на официальном сайте ПФР. Я думаю, многие из вас этой услугой пользуются. Эта услуга самая популярная, в принципе, считается, по крайней мере, из тех 26 государственных услуг, которые представляет Пенсионный фонд Российской Федерации. Ну и если вы обнаружили такую ситуацию, зная, что сами заявления никакого вы не писали, знаете, что никакого договора вы не подписывали, необходимо, конечно, сразу обратиться, ну, лучше мы, наверное, все-таки в территориальный орган ПФР. На сайте у нас есть информация для граждан о том, что делать в случае, если вы обнаружили, что без вашего волеизъявления осуществлен перевод средств пенсионных накоплений от одного страховщика к другому. То есть порядок действий описан. Но в любом случае вернуть к первоначальному состоянию ситуацию возможно только либо договорившись с действующим страховщиком, то есть НПФ в принципе идут на то, чтобы возместить ущерб, нанесенный при таком вот неправомерном переходе, либо в судебном порядке договор признается недействительным, и в этом случае, ну, это достаточно большой период времени должен пройти, потому что вы знаете, что есть определенная процедура для судебного порядка, необходимо установить подлинность подписи в договоре, в заявлении, то есть это достаточно такой период. Да, вопросы слушаю. Скажите, пожалуйста, а вообще много таких дел, вот, когда человек вдруг узнает, что его перевели без его ведома? Много таких? Ну вот мы, естественно, ведем по каждому обращению граждан, можно сказать, даже такое служебное расследование, да, то есть по каждому обращению разбираемся. Вот. На территории конкретно от наших граждан за период с 2017 года обращений поступило всего 105, то есть обращений немного. Почему? На территории Республики Коми официально действующих НПФов нет, то есть представительств негосударственных пенсионных фондов в настоящее время нет ни одного. До этого знаете, что у нас на территории работал Лукойл Гарант, работал, которого сейчас тоже в принципе нет, они объединились, это НПФ открытие, да. Работало представительство НПФ европейский, вот, которого тоже сейчас нет, тоже они объединились, и сейчас это другой негосударственный пенсионный фонд. Но вот я говорил, что проблемы возникают какие. Когда до 2019 года у нас негосударственные пенсионные фонды передать договоры могли в любой территориальный орган. Поэтому, не знаю, как уж они там между собой договаривались, существовало, но это прослеживается такая нить, что договоры сдаются в один субъект Российской Федерации, а заявления принимались в другом субъекте Российской Федерации. Но в нашем случае, вот конкретно в Республике Коми, очень много заявлений было, ну, те обращения граждан, которые нам поступали, заявления были оформлены нотариально в подразделениях отделения Пенсионного фонда по Москве и Московской области. Вот. А договоры заключались с НПФ, ну, будущее, допустим, НПФ будущее, и договоры эти представлялись в отделении ПФР по Республике Татарстан. Вот
То есть вот таким вот образом. На территории нашей республики вот в 2017-2018 году работал Центр обработки данных НПФ «Согласие». Вот в настоящее время идет в рамках уголовного дела уже идет расследование по неправомерным переходам и потере гражданами средств пенсионных накоплений. Но опять же, Центр обработки данных, он работал с заявлениями и заключал договоры в основном не с гражданами, проживающими на территории Республики Коми, а собирались договоры в основном это Омская область, Красноярский край, то есть ну, Центральная Россия, то есть со всей России в Центр обработки данных поступали договоры, обрабатывались и передавались, ну как, да, слушаю вас. Можно вопросик? Да. Скажите, пожалуйста, а вот ну, из опыта вашей работы уже, какие негосударственные пенсионные фонды, ну, которым можно доверять? Вот действительно такие, ни разу не подводили. Никаких нареканий не было. Ну, что я могу сказать по поводу негосударственных пенсионных фондов? Есть независимая ассоциация негосударственных пенсионных фондов, НАПФ, да, то есть они тоже объединяются и в принципе заинтересованы в том, чтобы осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию честно. Но реально нет ни одного негосударственного пенсионного фонда, у которого бы не было нарушений. То есть я не хочу ничего сказать плохого о действующих на рынке негосударственных пенсионных фондов. Вот, и каждый гражданин самостоятельно должен принимать решение о том, кто будет его страховщиком и где будут формироваться его средства пенсионных накоплений и каким образом они будут инвестироваться. Но для того, чтобы принять решение, надо обладать определенными знаниями. Да? Во-первых, для того, чтобы ну, все мы хотим заработать побольше. Да? То есть считаем, что инвестиционный доход мы можем получить больше, допустим, в негосударственном пенсионном фонде. Они будут инвестировать, у них больше инструментов для того, чтобы получить более высокую доходность. Можете сравнить, это чисто статистические данные, допустим, 2018 год. Негосударственный пенсионный фонд открытия, минус 15%. То есть в целом по всем негосударственным пенсионным фондам доходность не превысила 4%, средняя по действующим. В то же время также государственная управляющая компания ВПРФ, да, Внешэкономбанк, показала доходность 6,4% годовых. Да. Ну и в среднем вот эту информацию можно посмотреть на сайте пенсионного фонда, можно посмотреть информацию по доходности всех управляющих компаний. Но тут еще один момент отмечу, что вот те управляющие компании, которые заключили договор доверительного управления с Пенсионным фондом Российской Федерации, если вы меняете эти компании, то вы инвестиционный доход никогда не теряете, потому что это внутри одного страховщика. Да? Вот. Управляющие компании достаточно неплохой результат показывают. Я думаю, что в основном от незнания немного людей пользуются именно услугами частных управляющих компаний, не государственной управляющей компании, которая является Внешэкономбанк, да, ВПРФ так называемая, а частные управляющие компании, среди которых ну, достаточно много известных. Вот. Вы можете посмотреть эту информацию на сайте пенсионного фонда. Доходность отражена и по годам, и средняя доходность за весь период работы управляющих компаний. Но вот по негосударственным пенсионным фондам мы эту информацию используем также в информационно-разъяснительной работе, но берем ее тоже вот непосредственно с сайтов негосударственных пенсионных фондов. То есть есть большие негосударственные пенсионные фонды, которые в принципе, конечно, ну, на слуху, это Газфонд, да, то есть вроде все мы говорим о том, что вот у нас есть Газпром, есть там Газфонд.
управление средствами пенсионных накоплений осуществляют все те же управляющие компании, в том числе и для негосударственных пенсионных фондов. Вот если мы говорим, допустим, о НПФ «Газфонд», есть еще управляющая компания «Лидер», которая точно так же работает на рынке обязательного пенсионного страхования, и учредителями являются те же самые юридические лица. Вот, А можно еще вопрос? да. Вы быстро говорите не порог. А после 21 года вообще какой-то просвет будет? Родители сидят, еще говорят, то вообще разблокируют или нет? Ну, вот этот вопрос, вот, я достаточно давно уже в пенсионном фонде тоже работаю, да, и честно скажу, что постоянно идет реформирование, постоянно идет совершенствование пенсионной системы. Идеала достичь практически невозможно, и реально вот те темы, которые возникали, вот, начиная с накопительного элемента, то есть изучается опыт различных стран, допустим, вот внедрение системы накопительного элемента было связано у нас с руководителем Михаилом Зурабовым, рассматривался опыт, допустим, южноамериканских стран на примере Чили, но не все системы, они подходят, которые достаточно успешно развиваются в той стране, где растет численность населения достаточно быстрыми темпами, да, и все-таки у нас система, наверное, ближе к европейским странам. Также рассматривался опыт Казахстана, когда внедрялся накопительный элемент в Российской Федерации. Но этот опыт изучается. В 2021 году, ну, знаете, социальные сети, да, интернет, различные варианты предлагаются, но все-таки как вариант это выведение накопительного элемента из системы обязательного пенсионного страхования. На мой взгляд, это достаточно правильный вариант, потому что, ну, даже вот чисто с обывательской точки зрения, пенсионный фонд собирал страховые взносы, в том числе и на накопительную пенсию, да, и потом передавал их негосударственным пенсионным фондам. Причем весь учет, вся система, вот, которая связана с администрированием страховых взносов, работа по взысканию задолженности, все это нес на себе пенсионный фонд. Негосударственные пенсионные фонды, получив эти деньги, просто их вкладывали на фондовом рынке, получали определенную доходность. Ну, в общем-то, наверное, это все-таки неправильный подход. На сегодняшний день вопрос этот обсуждается. Планируется все-таки именно личное участие каждого гражданина в системе формирования своей будущей пенсии. То есть планируется вариант, я вот еще не говорил, у нас была, но она и продолжает еще действовать, программа государственной поддержки, так называемая программа софинансирования средств пенсионных накоплений, да, дополнительные страховые взносы, которые 1000 на 1000, она продолжает действовать для тех граждан, которые уплату дополнительных страховых взносов уже из личных средств, да, то есть не работодатель уплачивал, а вот личные средства человек уплачивал и получал, и сейчас еще получают 1000 на 1000, да, то есть если вы заплатили ежегодный взнос, у вас дополнительных страховых взносов от 2000, не менее 2000 рублей и до 12 тысяч рублей, ну можно и больше, но софинансировался государством только взнос от 2000 рублей и до 12 тысяч включительно. То есть внеся 12 тысяч рублей в свои средства пенсионных накоплений, да, вы получали государственное софинансирование в размере 12 тысяч, итого у вас средства пенсионных накоплений вырастали на сумму от 24 тысячи, плюс еще инвестиционный доход от временного размещения этих средств, и также эти средства пенсионных накоплений участвуют в получении инвестиционного дохода. Выплаты таких средств начались в 2012 году, 360-й федеральный закон, когда стал действовать, и вот до момента, когда был введен,
скажем так, лимит на получение, ежегодное получение вот этой суммы вместе с софинансированием, особенно этим пользовались наши пенсионеры, да, то есть 12 тысяч заплатили в декабре месяце и в июне уже получили 24 тысячи. Вот эта система сейчас таким вот образом не работает. Но раз в 5 лет получить эти средства можно, и софинансирование это работает. Единственный момент, вот, программа софинансирования, она действует для тех, кто вступил в эту программу. Это с октября 2008 года у нас люди подавали заявление на участие в этой программе до 31 декабря 2014 года. И уплата первого взноса в систему должна была быть произведена не позднее 31 января 2015 года. Вот. Участников сейчас программы софинансирования нет, но вступить в добровольные правоотношения для уплаты дополнительных страховых взносов ограничений нет. То есть вы будете получать, дополнять свой лицевой счет от средств своих пенсионных накоплений, пополнять за счет своего взноса и за счет инвестирования. То есть софинансирование действует для тех, кто вот уплату сделал, допустим, вот кто уплату сделал в 2009 году, первый взнос уплатил в этой программе, то в 2019 году они получили софинансирование уже как бы последний раз. Да? В этом году вот, до 31 декабря могут уплатить взнос те, кто первый взнос уплатил в 2010 году. Вот в 2020 году они получат софинансирование за 2019 год, тоже последний раз. Да? Но те, которые уплату совершили, допустим, в 2013 году, вот отсчитываем 10 лет, вот, в течение этих 10 лет софинансирование указывается. Но у нас есть граждане, которые более 100 тысяч вносят для того, чтобы пополнить свой лицевой счет и средства пенсионных накоплений. Вот, учитывая то, что снижается у нас ключевая ставка, да, в банках, по банковским депозитам процентная доходность невелика в настоящее время. Некоторые, опять же, это выбор каждого. Некоторые вносят деньги вот именно таким образом и считают, что пенсионный возраст больше повышаться не будет. Вот. Ну, дело добровольное на самом деле. Но вот опять еще момент я тогда все-таки расскажу в плане том, что все-таки планируется. Вот личное участие каждого, и обсуждается вариант гарантированный пенсионный капитал, ГПП, так называемый, да, как один из вариантов. То есть система примерно такая же, как работала программа софинансирования. Но каждый гражданин со своей заработной платы конкретно уплачивает не работодатель, а вот именно сам гражданин от 2 до 6%. Вот, средства эти отчисляет на свой счет у страховщика. Вот. Дополнительные льготы, так же как по программе софинансирования, то есть налоговый вычет можно получить. То есть если вы сумму определенную заплатили, если по программе софинансирования, если 12 тысяч вы заплатили, да, вы можете получить налоговый вычет 13% на эту сумму. То есть достаточно для пенсионеров, для тех, кто, скажем, задумывается о том, как он будет жить на пенсии, вариант был очень неплохой. Это софинансирование, эта идея достаточно интересная. Когда она стала реализовываться, точно есть. Ну вот, я понимаю ваш скептицизм, скажем так, да, потому что реально вот все-таки пенсионная система с определенной устойчивостью не отличается. Это во всех странах это достаточно проблемная ветвь, скажем, где пытаются каким-то образом решить проблемы вот именно бюджета, налогов, то есть
пенсионные права накопили, да, то есть вот для того, чтобы люди включились в эту программу, затрачивается достаточно много усилий. Но потом приходит время, когда надо пенсионные права каким-то образом реализовывать. И вот здесь начинаются определенные трудности, связанные с развитием и мировой экономики в том числе, и с теми факторами объективными, которые могут повлиять именно на развитие нашей экономики. Да, опять же, эти в какой-то степени и санкции. То есть достаточно много моментов, на которые стоит обратить внимание. В любом случае, каждый из нас работает и когда-то на пенсию выйдет. И хотелось бы, чтобы эта пенсия была достойная. Поэтому думать об этом надо заранее. Работаем, конечно, и мы в этом направлении, но еще раз хочу сказать, что пенсионный фонд, несмотря на последние вот эти пенсионные реформы, повышение возраста, естественно, не принесла имиджу пенсионного фонда каких-то дивидендов. Занимается пенсионный фонд, там работают такие же люди, как вы. То есть это правоприменительный орган в первую очередь, да. И люди, которые там работают, это просто исполнители законов. Поэтому, когда конфликтные ситуации бывают у нас с клиентами, конечно, это очень обидно с одной стороны, но с другой стороны надо совершенствовать пенсионное законодательство, и каждый из вас в этом плане может проявить свою жизненную позицию. И опять же, еще один момент, вот мы говорим о финансовой грамотности населения, да, все-таки мы уже сейчас видим, что результат есть. То есть люди задумываются о своей пенсии гораздо раньше. У нас очень много обращений молодежи. То есть те люди, которым до пенсии еще 20-30 лет, они уже сейчас заботятся о том, чтобы все данные на лицевом счете у них были актуальными и в полном объеме учтены все их пенсионные права. Вот. Я думаю, что, наверное, мне пора заканчивать. То есть вопросы, если есть, я с удовольствием на них отвечу. Но я, в общем, очень рекомендую все-таки пользоваться теми материалами, которые нам предоставляет пресс-служба и непосредственно из пенсионного фонда, очень в такой доступной форме основные моменты рассказывают и рекомендуем. И всем слушателям я могу сказать о том, что в каждой клиентской службе, каждого территориального органа ПФР эти материалы доступны. Обратите внимание, везде в клиентской службе на входе они у нас распространяются абсолютно бесплатно. Берите, читайте, повышайте свою финансовую грамотность и зарабатывайте достойную пенсию. У меня все. Есть вопросы? Спасибо большое, интересно было, полезно. Почему не оторвать, скажи? Сюда такая. Так. Ну, добрый день, добрый вечер, да, еще раз поздравляю, поскольку да, есть новые участники нашей сегодняшней лекции. Тема моего выступления – пенсионное обеспечение в Российской Федерации. Ну, как Андрей Анатольевич сказал, да, что у нас предусмотрена трехуровневая пенсионная система. Повторяться я не буду, да. Соответственно, единственное, что уточню, ну вот Андрей Анатольевич не обидится, потому что я его в качестве нормативных документов по обязательному пенсионному страхованию не назвала, да. То есть я, поскольку буду говорить о пенсиях, да, соответственно, я назову те нормативные документы, которые именно регулируют части выплаты, назначения выплаты пенсии. Это федеральный закон о страховых пенсиях от 28 декабря 2013 года номер 400 ФЗ и федеральный закон о накопительной пенсии от 28 декабря 2013 года номер 424 ФЗ.
В части государственного пенсионного обеспечения у нас регулируется федеральным законом о государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации от 15 декабря 2001 года номер 166 ФЦ. Ну и так, непосредственно, значит, перейдем сразу к пенсиям, да. И у меня такой вопрос. Что такое пенсия? Выплата государства? Нет, вот Андрей Анатольевич только что говорил, что в принципе, да, формируется, да, то есть у нас формируется за счет же нашей заработной платы, да, то есть, соответственно, эта пенсия, это компенсация утраченного заработка, да, при наступлении страхового случая. А страховым случаем, да, соответственно, могут быть у нас как это утрата трудоспособности в связи с инвалидностью, утрата, допустим, кормильца, и, ну, а также наступление возраста рассматривается также как в качестве страхового случая. Итак, значит, А если, извините, если это льготная пенсия, то ну, считается это наступление возраста, это тоже наступление возраста, потому что возраст наступает раньше, поскольку происходит, так сказать, ну, старение в связи с вредными теми воздействиями, да, которые происходят в ходе трудовой деятельности, соответственно. Как страховой случай, да. Ну и какие виды пенсий вы знаете на сегодняшний день? Какие виды пенсий у нас бывают? Потери Так. кормильца, потери кормильца, Так. по инвалидности, по старости, льготная, по выслуге лет. Давайте тогда перейдем немножко, да, для того, чтобы систематизировать, да, то есть, соответственно, по обязательному пенсионному страхованию, да, это у нас страховые пенсии и накопительные пенсии. Страховые пенсии у нас бывают по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Государственная пенсия имеет, так скажем, 5 подвидов, которые, ну, осуществляются назначение за выслугу лет, это у нас государственные служащие, госслужба. По старости это у нас граждане, которые подверглись, как сказать, воздействием, вредным воздействием в ходе там Чернобыльской аварии, да, в частности, регулируется. По инвалидности это у нас граждане, которые получили инвалидность в ходе каких-то боевых действий, то есть это военнослужащие. По потере кормильца данная пенсия у нас назначается так же, как и гражданам в отношении утраты кормильца, которых произошла по Чернобыльскому закону, и в случае там военных травм, да, то есть это военнослужащих, и социальной пенсии. Вот что касается первого вида пенсии, как вы сказали, что вот льготные пенсии, да, все они у нас называются пенсии по старости. То есть это единая классификация пенсии по старости. Единственное, что, да, условием для назначения пенсии по старости на общих основаниях, да, все вы знаете, у нас возраст в настоящее время повышен, да, соответственно, условия для возникновения права на пенсию страховую или на пенсию по старости является наличие требуемых баллов. С 2025 года это будет количество баллов составляет 30. Наличие страхового стажа 15 лет, тоже с 2024 года, да, и достижение возраста. Тоже к 2024 году возраст выхода, общий установленный возраст будет составлять для женщин 60 лет, для мужчин 65 лет. Ну, хочу сказать на сегодняшний день, да, что в принципе немало большое значение, вернее, имеет именно для граждан нашей республики, поскольку, ну, мы все живем на севере, поскольку вся территория республики Коми у нас отнесена к северам, соответственно, да, как правило, у нас назначаются пенсии раньше общеустановленного возраста в связи с осуществлением работы на севере, то есть это досрочные пенсии. Вот. И здесь я привела примеры досрочного назначения страховой пенсии по старости. Значит, пенсии, это пенсии, так скажем, назначаемые именно по профессиональным категориям. То есть это у нас список 1, да, то есть у них для них возраст в связи с пенсионной реформой не увеличен. Мужчины в 50 лет, а женщины в 45 лет выходит список номер 2. Мужчины в 55, женщины в 50, малые списки и педагогические и медицинские работники.
Ну, что я хочу сказать про именно вот эти профессиональные пенсии, то, соответственно, вот кто имеет право на пенсию, все списки, то есть у нас определены соответствующими нормативными актами. Их очень у нас много, этих списков, да, но тем не менее, если, опять же, я говорю, вроде бы списков много, льготных категорий много, на самом деле общее количество, которое выходит у нас на пенсию по данному основанию, оно не такое большое. Вот, сравнивая статистику прошедших лет, если, допустим, у нас в республике ежегодно устанавливались пенсии около 8700 граждан, из них вот устанавливалась досрочная пенсия по этим основаниям только всего порядка 900 граждан выходили по данному основанию. И, как правило, большую часть как раз составляют именно медицинские и педагогические работники. Вот. Ну и, значит, что можно сказать, что да, в связи с, естественно, с увеличением пенсионного возраста, вот реформа именно в части установления пенсии, да, коснулась в том числе и педагогов, и медицинским работникам. То есть у них также, в принципе, законодателям, как и для граждан, которые у нас достигают общеустановленного возраста, так и для граждан, которые у нас работают в районах с особым климатическим установлен на период до 2024 года, то есть поэтапное увеличение пенсионного возраста. Соответственно, да, для этих граждан, то есть медицинских работников, именно как бы предусмотрен отложенный срок выхода на пенсию в зависимости от того года, в котором, то есть, вырабатывается требуемый стаж. А требуемый стаж у нас для педагогов составляет 25 лет работы непосредственно в учреждениях для детей. Ну, если на примере рассмотрим, то это будет получаться так, что если, допустим, стаж работы выработан 25 лет в марте 2019 года, право возникает на пенсию с учетом вот этих переходных периодов, а также льготного уменьшения возраста, которые, то есть по поручению нашего президента были внесены вот эти изменения в законопроект на 6 месяцев, да, соответственно, право возникнет в этом случае в сентябре месяце. То есть данного гражданина, который выработал требуемый стаж в марте 2019 года. Вот. Дальше, значит, у нас наша категория как раз это пенсии, назначаемые в связи с работой в особых климатических условиях. Условием, да, для назначения данной пенсии является наличие 15 лет работы в районах Крайнего Севера, либо не менее 20 лет работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. А также достижение возраста для мужчин 60 лет, для женщин 55 лет. Но здесь хочу сказать, что вот в части тоже вопросы очень часто бывают, да, когда для тех граждан, которые у нас имеют смешанный стаж. Опять же, да, наша республика, она у нас не вся отнесена к районам Крайнего Севера, только лишь сам непосредственно север, да. Соответственно, вот при наличии смешанного стажа, при назначении пенсии законодательство предусматривает перевод, да, то есть стажа работы в местности, приравненной к Крайнему Северу, в районах, то есть в РКС, то есть к районам Крайнего Севера. Перевод у нас осуществляется как 1 год работы в местностях, приравненных к Крайнему Северу, считается за 9 месяцев работы в РКС. Ну и, соответственно, то есть определяется количество стажа, да, проработанного на севере. Следующая категория, которая, в принципе, у нас не коснулась, которых также повышение пенсионного возраста, это пенсии, которые назначаются у нас по социальным мотивам. Их вот здесь у меня приведено небольшое количество, их гораздо больше, но самые распространенные такие категории я все-таки назову. То есть женщины, которые у нас родили 5 и более детей и воспитали их до 8-летнего возраста, женщины, которые родили 2 и более детей и проработали на севере не менее 12 лет в РКС, либо не менее 17 лет в местностях, приравненных к Крайнего Севера. Также один из родителей инвалидов с детства, либо опекун, да, которые осуществляли, то есть воспитание ребенка до 8-летнего возраста. Вот для данной категории граждан, то есть возраст предусмотрен для женщин 50 лет, а для мужчин 55. Я говорю про мужчин, потому что у нас один из родителей, да, именно инвалидов с детства. Именно один родитель может воспользоваться. То есть если мама вышла на досрочную пенсию как
родившая ребенка-инвалида, да, соответственно, папа уже за этого же ребенка не может назначить пенсию по данному основанию. Вот, то есть мужчина у нас выходит в возрасте 15 лет. Требует также вот для категории, как женщин, родившие 5 детей, и родителей инвалида детства, также еще законодательство у нас предусмотрено, так скажем, пониженные требования к страховому стажу. Если, допустим, для той же категории, которые у нас работают в особых климатических условиях, стаж работы для женщин предусмотрен наличие страхового стажа не менее 20 лет, то в отношении этой категории для женщинам необходимо наличие стажа не менее 15 лет, да, а мужчинам не менее 20 лет. Что касается матерей двоих детей, здесь скажу, что требования к страховому стажу такие же, как и для работающих на севере. Это 20 лет страхового стажа. Ну вот по поводу наличия вот этих тоже северного стажа, да, как видите, оно здесь количество намного меньше, но здесь хочу сказать еще одну особенность, которая в настоящее время стала большой, так скажем, проблемой, можно сказать, для граждан, да, и то есть вот здесь я считаю, что некоторые моменты законодательства, пробелы, да, вот законодательство для данной категории не предусматривает ни приравнивания работы на севере, ни перевод, да, вот как во втором случае. Соответственно, в итоге получается на практике женщина, которая у нас отработала, допустим, в Воркуте 10 лет, да, и отработала 7 лет в Сыктывкаре, родила 2 детей, право на пенсию не будет иметь, поскольку у нее будет отсутствовать вот именно стаж работы в РКС не менее 20, либо в МКС не менее 17 лет. То есть обидно, да. То есть вроде бы как вся работа у нас протекала на севере, но тем не менее, ну, я скажу, что в этом направлении, в принципе, и проводится работа вот именно вот на уровне Министерства труда в республике, да, то есть они хотят все-таки выйти с законодательной инициативой, чтобы все-таки, ну как-то получается совершенно несправедливо в отношении вот этой категории граждан, что они право на пенсию, получается, же не имеют, несмотря на то, что вся их трудовая деятельность осуществлялась в той же республике. Так. Что касается, значит, вообще в целом, хочу тоже сказать, что в целом вроде бы, да, как говорят, да, у нас возраст увеличили, да, в первом полугодии, как будто бы, да, что мы пенсии не назначали, но несмотря, что, опять же, я говорю, наша республика северная, мамы 2 детей к нам шли, мы назначали пенсию. Соответственно, если смотреть по статистике, да, то есть мы взяли статистику вот именно по республике и рассматриваем ее за 9 месяцев и сравнивая с 2018 годом, то есть, ну, насколько, вот, как сказать, бюджет пенсионного фонда сократился именно в этой части. То есть у нас получается, что в принципе у нас назначено по сравнению с 2018 годом 92%. То есть уменьшение всего идет на 8%. Если сравнивать, конечно, регионы Российской Федерации, то у них там было снижение на 40 и 50% количества назначаемых пенсий. То есть, ну, по сути, в республику, да, то есть получается, да, то есть особо вот, так скажем, изменения в повышении пенсионного возраста, они... Ну, это ведь хорошо. Да, не коснулись. Ну, общие такие нормы, именно, да, естественно, конечно, для того, чтобы реализовать свое право на пенсию, необходимо, ну, конечно же, подать, да, заявление, поскольку в настоящее время, да, то есть назначение пенсии носит заявительный характер. То есть, ну, и заявление у нас возможно подать так же, как в территориальный орган, через личный кабинет гражданина, застрахованного лица, про который рассказывал Андрей Анатольевич, ну, и либо через сайт ЕПГО. Также можно подать заявление через МФЦ. Ну и, в принципе, заявление можно также направить и по почте. При этом заявление о назначении пенсии у нас рассматривается в течение 10 рабочих дней с момента именно получения всех необходимых документов для установления пенсии. Под необходимыми документами понимаются документы, которые обязан гражданин, да, представить для установления пенсии.
В случае, если такие документы у нас не представляются, то гражданину предоставляется 3-месячный срок именно для доноса этих документов. Ну и пенсия у нас назначается, значит, вернее, гражданин может обратиться у нас за установление пенсии за месяц до права. Соответственно, пенсия назначается в этом случае с момента возникновения права. В случае, если этот срок пропущен, да, соответственно, пенсия устанавливается с даты обращения. То есть единственное исключение в отношении лиц, которые уволились в течение 1 месяца со дня возникновения права. В этом случае пенсия устанавливается с момента увольнения. То есть, ну, такая категория очень, так скажем, и случаи такие редко бывают, поэтому, конечно, важно помнить о том, что, да, обратиться нужно с заявлением за месяц, да, и иначе, то есть, будет именно пропущен, то есть, ну, срок не восстанавливается в этом случае для назначения пенсии по старости. Так, следующий вид у нас, еще хотела сказать, да, поскольку вот у нас страховые пенсии, в принципе, они самые, так скажем, распространенные. Я буду, вот речь расскажу и коснусь именно назначения страховых пенсий. И еще, то есть, если в тех случаях, да, что делать гражданину, да, если, допустим, у него не выработан требуемый стаж для назначения страховой пенсии, либо отсутствует требуемое количество баллов индивидуального пенсионного коэффициента, либо, ну, то есть получается, условия для назначения не выработаны. Вот в этом случае, как вы считаете, что-то может быть установлено? Ничего? Нет, у нас в этом случае предусмотрено именно законом о государственном пенсионном обеспечении предусмотрено, что в случае, вот в этих случаях, да, таким гражданам, именно гражданам Российской Федерации, устанавливается социальная пенсия по достижению возраста. Единственное, что этот возраст намного выше, то есть это возраст 65 лет для женщин, для мужчин это возраст 70 лет. То есть в данном случае вот эта пенсия, она уже устанавливается независимо от наличия там страхового стажа, величины индивидуального пенсионного коэффициента и других каких-то факторов. Следующий вид – это у нас страховая пенсия по инвалидности. Ну, понятно, для того, чтобы, да, вот эту пенсию, то есть, как сказать, она была назначена необходимо, вернее, ну как необходимо, то есть это условия жизни, да, если человек признан у нас инвалидом, соответственно, он имеет какое-то количество стажа, при этом неважно, какое количество стажа у него имеется, хотя бы, то есть 1 день, то такой гражданин у нас имеет право на установление страховой пенсии по инвалидности. И, соответственно, страховая пенсия по инвалидности, вот она устанавливается независимо от причины инвалидности, продолжительности страхового стажа, как я уже сказала, да, и время наступления инвалидности. Опять же, вот в тех случаях, когда возможны такие ситуации, да, когда отсутствует страховой стаж полностью, то, соответственно, право на пенсионное обеспечение может быть реализовано через назначение именно социальной пенсии по инвалидности. Сейчас, подождите, я по размеру потом дальше расскажу вам. Вот, но опять же, да, тоже для того, чтобы реализовать данное право на пенсию, да, то есть необходимо обратиться с соответствующим заявлением. И, ну, единственное, здесь скажу, что законодательством вот в этих случаях предусмотрен, так скажем, льготный период обращения, учитывая категорию граждан, да, соответственно, пенсия, возможность есть и установленная нормами законодательства назначение пенсии за 12 месяцев назад, но не ранее даты возникновения права. То есть в случае наступления инвалидности, да, при обращении гражданина по истечении 3-4 месяцев, да, назад, пенсия будет установлена именно с даты признания его инвалидом. Да. Следующая у нас такая категория тоже социально значимая. И в принципе таких у нас пенсий также вообще в принципе в Российской Федерации немало. Это у нас страховые пенсии по случаю потери кормильца.
Ну, понятно, в связи с чем данная пенсия устанавливается, да, и мне хотелось бы коснуться, кто у нас, да, имеет право на эту пенсию. А право на пенсию у нас имеют нетрудоспособные члены семьи, то есть это, да, понятие одно. Во-первых, нетрудоспособны, либо, то есть, ну, получается, члены семьи, в соответствии с которым, то есть, это родственные отношения, да, в соответствии с семейным кодексом, да, и, кроме того, вот эти граждане, они имеют, в зависимости от категории, да, то есть, либо они должны состоять на иждивении, либо данная пенсия устанавливается независимо от нахождения на иждивении. Ну и также необходимо наличие страхового стажа умершего кормильца, при этом, опять же, независимо от его продолжительности. Ну вот я уже сказала, да, что членами семьи у нас кто признаются, это супруг, родители, дети, а также другие родственники. А можно вопрос? Супруг, который признается пенсия-получателем, это кто? Вот давайте я расскажу просто дальше. То есть понятно, про детей мы в принципе все знаем, что дети, да, и вот следующий слайд вот как раз посвящен тому, что вот понятие нетрудоспособности, кто у нас относится к категории нетрудоспособности. То есть это такое понятие, которое охватывает возраст, инвалидность, да, и невозможность заниматься трудовой деятельностью. То есть возраст, понятно, что это дети, да, возраст, который не достигли 18 лет, да, и обучают, либо дети, которые обучаются в образовательных учреждениях, но до достижения возраста 23 лет, либо родители и супруг умершего кормильца, если они достигли общеустановленного пенсионного возраста, да, то есть родители и супруг. То есть, соответственно, да, в принципе, при достижении общеустановленного возраста, а возраст это у нас, вы знаете, да, повысился, то есть, соответственно, да, с учетом норм повышения, при достижении этого возраста, то есть супруг признается нетрудоспособным. Дальше. Понятие инвалидности тоже, кто относится к нетрудоспособным? Это вот дети, да, которые стали инвалидами до достижения возраста 18 лет, это дети-инвалиды, независимо от того, обучаются они в образовательном учреждении, либо не обучаются. В этом случае на период установления инвалидности, да, также они относятся к категории нетрудоспособных граждан. И также данная норма вот, предусматривает именно родителей супруга умершего кормильца, если, то есть, они достигли общеустановленного пенсионного возраста или, то есть, ну, или, то есть, являются инвалидами. Да? И второе понятие, это невозможно заниматься трудовой деятельностью в связи с уходом за детьми умершего кормильца, не достигшими возраста 14 лет. Это у нас такая категория, как один из родителей, супруг умершего кормильца, дети, братья, сестры, которые я просто тут кратко перечислила, потому что как бы наиболее вот часто встречается случай именно кто, да, вот это как правило, то есть родители, которые осуществляют именно уход за ребенком до достижения 14 лет, а также вот именно бывают ситуации, именно когда братья и сестры, да, осуществляют, неработающие братья и сестры, осуществляют уход. Они также имеют право на пенсию по случаю потери кормильца. Вот. Следующее, да, условие, которое у нас необходимо для установления пенсии по назад, так, да, это нахождение на иждивении, да, соответственно, если вот теперь, как сказать, кто имеет, вот, кто относится к этим родителям. То есть, по сути, с детьми все понятно. Дети, которые у нас до 18 лет, они требования о нахождении на иждивении у нас не предусмотрены нормами законодательства, поскольку, да, это предусматривает содержание таких детей, предусмотрено нормами семейного права. Соответственно, именно, а вот в отношении детей, которые достигли возраста 18 лет, да, то есть необходимо подтвердить нахождение на иждивении определенными документами. То есть в тех случаях, когда кормилец у нас умирает кормилец, а имеются дети именно старше возраста 18 лет, соответственно,
предоставляются документы, подтверждающие именно нахождение на иждивении этого умершего кормильца. Какие это могут быть документы? Это могут быть документы о совместном проживании, документы, содержащие сведения о доходах и расходах понесенных, иные документы. Да? То есть по совокупности этих документов территориальными органами принимается решение о нахождении на иждивении. В тех случаях, когда на основе всестороннего объективного рассмотрения документов не представляется возможности установить данный факт, то, в принципе, гражданин может обратиться в судебные органы для подтверждения этого факта. Вот. В отношении родителей, да, вернее, родителей и супругов, да, то есть есть такая норма, тоже они должны находиться на содержании умершего кормильца. Вот в этом случае, да, то есть им полагаться будет пенсия. Но есть исключения из этого правила в отношении именно супругов, которые утратили источник средств к существованию. В этом случае, то есть не требуется подтверждение иждивения. О чем это говорит? Да? Это очень, так скажем, сложно сказать. И, грубо говоря, вот женщина достигла общеустановленного возраста, 60 лет. Да? Жили они вместе с мужем. Вот. У мужа пенсия была выше намного, да? Муж умер. Да, муж умер. Еще она еще и инвалид. Ну да, возможно, то есть если она инвалид, да, то есть вот когда инвалид, в принципе, тогда достижение возраста не требуется, да. Соответственно, она вправе обратиться именно с заявлением об установлении пенсии по случаю потери кормильца. При этом, да, то есть, как сказать, под утратой средств существования, что будет пониматься? Ну, то есть она вот живет на одну пенсию, соответственно, она отказывается от своей пенсии и переходит на пенсию мужа. То есть во многих ситуациях, вот, как правило, пенсии у мужчин они выше. Да? Единственное, что, как сказать, я потом тоже скажу, да, при установлении пенсии по случаю потери кормильца, как вы знаете, размер у нас, да, из страховой пенсии складывается, из фиксированной выплаты, то в этом случае фиксированная выплата выплачивается в размере 50%. Да? То есть если говорить, допустим, о размерах, сравнивая размеры пенсии у мужа, да, если, допустим, муж получал 17 тысяч, а она 15, да, вот в этом случае, конечно, возможно, будет невыгодно, поскольку при установлении вот этой пенсии фиксированная выплата, она будет на 3 тысячи ниже. Соответственно, переход, да, невыгоден будет, да, то есть тут, да, то есть вот такая, очень такая интересная категория, да, то есть, в принципе, не все знают, вот про детей все знают, да, что они имеют право по случаю потери кормильца, но никто вот особо не знает, не имеет знаний, да, что вот именно тоже супруги имеют право на установление пенсии по случаю потери кормильца. Так, ну и... В принципе, если обратиться с заявлением в пенсионный фонд, там помогут сначала рассчитать, чтобы иметь смысл подавать или не подавать? Нет, ну они могут посмотреть, а рассчитывать не будет, потому что у нас нет такой услуги по расчету пенсии, да? Мы либо назначаем, либо вот. Человек придет, напишет заявление, и получается, что он ухудшит свою ситуацию. Но у нас же нет такого, что мы... Нет, вот в этом случае, да, вот в этом случае, да, то есть как, в общем, как вот на практике это все реализуется, да, вот приходят граждане, да, вот и пишут заявление, да, вроде мы должны оказать им услугу, то есть назначить, право-то есть, но размер ниже. Вот в этих ситуациях, как бы, Нет. Мы говорим, то есть именно сотрудники территориальных органов при подготовке проекта решения, да, они уже видят, да, что размер ниже. То есть они как бы рекомендуем проводить разъяснительную работу с гражданами, то есть поскольку у нас решение не принято, человек вправе всегда отозвать свое заявление. То есть в этом случае, то есть разъяснительная работа для того, чтобы человек отозвал свое заявление. Производите эти расчеты и человеку говорите. Ну, это после определенных процедур. Но, естественно, изначально, конечно, можно там определить. Конечно, если, допустим, у него пенсия 10 тысяч, а у него 20 тысяч, ну, конечно, это целесообразный переход, то есть это можно. А вот в тех ситуациях, когда небольшая разница, тут, конечно, тут надо смотреть и считать. Вот.
Ну и также вот законодательством предусмотрено именно льготный период назначения для данной категории. Это за 12 месяцев назад, да, но не ранее возникновения права. Что касается в отношении супругов, да, не ранее возникновения права, эта точка права будет считаться, когда со следующего месяца после того, как она отказалась от пенсии. То есть это не возвращается 12 месяцев. В тех случаях, когда супруга именно претендует на пенсию как лицо, которое находилось на его иждивении, да, но практически подтвердить иждивение в территориальных органах нет возможности, поскольку она получала свою пенсию, то есть этот факт он устанавливается в судебном порядке, то в этих случаях, когда вот именно факт подтвержден иждивения, то в этом случае возможно, да, установить данную пенсию 12 месяцев назад, то есть с момента смерти. То есть. И опять же, да, в тех случаях, когда отсутствует именно право на страховую пенсию, не для всех категорий, да, устанавливается социальная пенсия по случаю потери кормильца. Именно социальная пенсия по случаю потери кормильца. Как правило, она, конечно, устанавливается именно детям. То есть уже на социальную пенсию супруги не имеют. Еще хотела сказать, что у нас усыновленные дети имеют одинаковые права с родными детьми, то есть также пользуются правом на данный вид пенсии. И кроме того, вот страховая пенсия может быть назначена по случаю потери кормильца отчима, пасынком. Так, следующий вид пенсии — это у нас накопительная пенсия. Очень интересный момент в связи с повышением пенсионного возраста, да, о котором сейчас я расскажу. Вот. Во-первых, кто имеет право на накопительную пенсию? Накопительная пенсия в связи с изменением пенсионного законодательства, она теперь у нас устанавливается независимо от факта установления именно страховой пенсии по старости. Да? Если раньше у нас законодательство связывало право данной пенсии именно при установлении пенсии страховой пенсии, да? Соответственно, данное условие у нас с 2019 года утратило силу, и условием является это достижение возраста 60 и 55 лет. А в отношении граждан, которые имеют право на назначение досрочной пенсии, северяне, льготники, педагогические работники, да, матери двоих детей, я повторяю, многодетные матери, то есть 5 и более детей, родители инвалидов с детства, да, то они вот эта социальная категория, она немножко так, все равно имеет право на пенсию, а вот в отношении, так сказать, граждан, которые работают на севере, да, то есть, есть у нас женщины, у которых отцов нет двоих детей, да, то есть один ребенок, либо вообще нет, да, и те же мужчины, да, то правом на накопительную пенсию именно наличие необходимого для назначения страховой пенсии по старости, страхового стажа, льготного стажа, а также величины индивидуального пенсионного коэффициента. И немаловажное условие это для условия назначения это наличие средств пенсионных накоплений. И размер накопительной пенсии должен составлять не более 5% по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости, который, сейчас расскажу поподробнее. Что касается, сказала, особенность, да, в принципе, возраст повысили для педагогических работников, про который я пример говорила, да, там в том случае, когда он в марте выработан стаж льготный, да, в принципе, да, пенсию мы не назначим, но у гражданина появляется право обратиться, если у него есть средства накоплений, да, именно за установление накопительной пенсии. То есть в марте она может обратиться и получать, в зависимости от того, какой размер у нее будет, да, либо получить в тех случаях, когда у нас размер накопительной пенсии составляет менее 5%, возможно получить средства в виде единовременной выплаты, то есть всю сумму сразу, либо, то есть, соответственно, получить накопительную пенсию. И очень часто, да, возникает вопрос, и многие к нам обращаются, граждане хотят получить все сразу единовременно.
не понимают, да, то есть накопительная пенсия, она как рассчитывается? Она рассчитывается, что вот эти все средства, которые они накоплены, делится это все на ожидаемый период выплаты, то есть этот ожидаемый период выплаты, он ежегодно утверждается правительством Российской Федерации, да, и, соответственно, определяется расчетная сумма пенсии. Ну, на примере я могу сказать, давайте, может быть, даже разберем, потому что для того, чтобы понимать, да, кто что, на что имеет право. Вот где-то здесь есть доказательства, да. Ну, допустим, так скажем, имеются средства пенсионных накоплений в размере, не знаю, как вам сказать, размере, 500 тысяч. вот, 500 тысяч. 500 тысяч, пример возьму, да? Хорошо. Можно больше. 500 тысяч есть? 500 тысяч, да, вот у нас пенсионное накопление, 500 тысяч вместе с инвестиционным доходом, да? Получается, что я еще раз сказала, да, то есть мы здесь назначаем, да, вроде бы как пенсию эту накопительную без того, независимо от того, назначена пенсия или нет. Но при этом, да, как вы видите, да, и есть ссылка на то, что размер пенсии должен составлять не более 5% по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости. В этом случае вот размер страховой пенсии по старости рассчитывается на дату обращения за накопительной пенсией. То есть учитываются те пенсионные, так сказать, права, которые гражданин приобрел. Рассчитали, что условно, да, у нас расчетный размер пенсии, страховой пенсии составил, ну, я возьму средний, там называется по республике, так, приблизительный, 17 тысяч, да? 17 тысяч рублей. Вот. Соответственно, для того, чтобы определить 5% порог, мы должны рассчитать накопительную пенсию. Накопительная пенсия считается, ну, наш пример, будем его рассматривать в рамках именно граждан, которые обращаются в связи с работой на севере, то есть у них есть требуемый северный стаж, да, но единственное, свое право не призывать, потому что возраст повысили. Вот. Вот в этом случае, то есть поскольку это досрочное пенсионное обеспечение, каким образом определяется накопительная пенсия? Да? Накопительная пенсия у нас будет определяться как, вот, то есть будет равна, то есть вот эти мы 500 тысяч делим на ожидаемый период, делим на Т. Т, как я говорила, он устанавливается ежегодно. В настоящем, в 2019 году он составляет 252 месяца. Но здесь у нас есть нюанс, что у нас Т увеличивается на количество полных лет, недостающих для установления, именно когда возникает право на общих основаниях. Поскольку, допустим, там, мужчина или женщина у нас обращается, он достиг возраста 55 лет, мужчина, допустим, 55 лет, вот где там называется достижением, либо женщина 50 лет, соответственно, не хватает у них полных 5 лет, да, до общеустановленного возраста, то есть увеличивается на количество месяцев 5 лет на 12,60. Соответственно, ожидаемый период у нас будет составлять так, 312 месяцев, да? То есть это как бы такой период, в течение которого будет производиться выплата накопительной пенсии. Соответственно, для того, чтобы мы делим 500 тысяч на 312, вот есть калькулятор? Почему один? 500 тысяч на 312? Неправда. 500 тысяч. Ну, значит, 1600. 1600. Нет, что ли? 1600. Никто не считает. Она не видите? Конечно, 1602. Ну, будем 1600 тогда, да? То есть вот у нас получился размер накопительной пенсии, да? К размеру пенсии 17 тысяч мы прибавляем 1600, получится у нас общая сумма пенсии накопительной, получится у нас 18600, да? 18600. Общая сумма страховой пенсии, накопительной пенсии. 1600 от 18 тысяч сколько составит в процентном отношении? 1600 разделите на 18,6, на 18600. 8.
8%. То есть 1600 у нас составит 8%. То есть в этом случае у нас будет установлена накопительная пенсия. То есть Потому что более 5%. более 5%, да. Получается, чем позже я обращусь за вот этой накопительной частью, тем Т будет меньше, Да. Все и правильно. тем сама эта сумма будет больше. Да. Но это ведь совсем не обязательно к вам, а там, где у меня эта часть. Я правильно понимаю? Или Да, я вообще ничего не Да. понимаю? Да. В общем, смотрите, куда обращаться? Просто этих фондов сейчас здесь нет. Вот, обращаться нужно за установлением накопительной пенсии, да, именно где формировались средства пенсионных накоплений. То есть тому страховщику, да. То есть, соответственно, если это государственный пенсионный фонд, то в территориальные органы по месту жительства. Если же в негосударственных пенсионных фондах, то, соответственно, в ту Заказным письмом. Да. заказным письмом, да, и причем там заявление должно быть заверено нотариально. Да ладно. Да, Куча денег потратить. да. Ну или если у меня есть электронная подпись, могу электронную Да. подпись, да? Без нотариуса. Да, Я правильно понимаю? да, да, по-моему, так. Неправильно понимаю. У меня есть Все фонды берут. Да, да, да. Есть, по-моему, возможность. Непосредственно с негосударственным пенсионным Да. фондом у вас есть там личный кабинет, обычно все выставляют, да, то есть с ними конкретно уже. Потому что я вот этого еще не сделала. Я почему-то думаю, что... То есть, ну, по факту, да, сейчас, поскольку у нас на пенсию выходят уже молодые граждане, у которых формировалась вот именно накопительная составляющая 67-го года и моложе, да, то есть, и, как правило, при вот обращении за данной выплаты, ну, устанавливается именно накопительная пенсия. То есть, расчет показывает, то есть, она Я будет... тоже хочу взять одну сумму. Не получится. Не дадут. Почему? Ну, потому что Если у меня надо будет меньше. Я же говорю, что чем позже я к ним приду. Ну, и вот я говорю, вот сейчас, рассматривая сейчас, то есть, ну, практически очень единицы, у которых именно вот есть право на получение в виде единовременной выплаты. То есть это, грубо говоря, должны быть очень маленькие отчисления, да, маленькая зарплата, либо там человек называется, ну, не работал Я продолжительное думаю, время. что придут какие-то изменения, и этот процент будет повышен. Я правильно понимаю? Ну, рассматривается Такое вариант, слышала. да, конкретно, что увеличить вот эту сумму более 5%. А есть вообще какой-то в будущем шанс потом остатки-то свои забрать или никакого нет? В смысле, Ну, здесь я что хочу сказать, накопительная пенсия, она ведь наследуется, то есть если в той части, которой суммы, да, остались, ну, останется детям. Нет, ну вот даже из этого расчета вот это приблизительно что-то про меня. Я просто знаю, что там, да, вот приблизительно столько набежало, и пенсия приблизительно такая, все понятно. Но вот это вот 1600 пенсии вот каждый месяц, ну это вообще не поздно, не рано. Ну нет, ну почему? Вот на период, когда вот именно пенсия не установлена, 2000 лишним, ну хотя бы хоть что-то душу греет. Да, оно не сильно-то душу греет, потому что когда эти деньги откладывались, извините, на них можно накопить значительно больше, чем сейчас дадут эти 1600. Конечно. Много лет прошло, инфляция съела уже Ну, всё. давайте- Ну, во-первых, начнем с того, что вы сами ничего не откладывали, Да. платил работодатель. Да, да. Вы в этом части вы не потеряли ничего. То есть все равно бы оно платилось. Просто Да. я помню, как эти все бегали негосударственные фонды, и как они проводили работу, и как ничего не объяснялось. Можно меня простить, потому что про пенсионную реформу объясняется каким-то языком птичьим всегда до средств массовой информации, имея 2 высших образования, трудно понять, о чем идет речь. Вот. И люди принимали необоснованные решения. Это, знаете, был повтор, когда про приватизацию вот этого было безумия. Я увидела второй раз все то же самое. Когда людям, ну, у людей не хватает знаний, и вдруг им Решение надо а решение надо принимать сейчас, быстро, давай скорее. Вот это Потому вот. что когда стоит Да, там да, такой агент, он говорит, что вот да. вы не успеете, если вы сейчас вот не до 31 декабря Да. это не сделаете, Ведь значит, вы звонки, совсем вот это потеряете. бесконечно, это просто вообще как-то хотелось бросить гранату, извините, так, чтобы убежать. Вот. Но просто это было безумие. Сейчас говорить, что люди не приняли необоснованное решение, ну нельзя их принять, они просто были вынуждены, да, в той ситуации. Вот. И сейчас я просто хочу понять, что дальше с этим. Вот, ну, прекрасно, вот там 1600 каждый месяц, еще им написать надо, они теперь неизвестно где. Очень неустойчивость нет. То, что
образования, если отзывается лицензия у негосударственного пенсионного фонда, средства передаются в пенсионный фонд Российской Федерации. Вот на это вам надо рассчитывать в первую очередь. Потому что нас это 66-й год, вот эту гребенку сначала захватили, потом нас благополучно оттуда исключили, и при оформлении пенсии просто единовременные Выплаты получили, да, потому что, да, небольшие суммы, да. Получила сразу одним махом и спокойно ушла. А у меня сумма была очень большая. Мне было ужасно жалко, когда им прямым текстом сказали: вот не согласишься на рассрочку, вообще ничего не получишь. Была мечта у женщины в Париж съездить. В Париже умереть. Вот этот год как раз именно был. У вас осталась мечта. Ну, и следующий, да, вот как у нас определяется размер страховой пенсии. Ну, всем известная формула АБЦ, да, вы ее слышали. То есть все пенсионные права у нас, да, преобразуются, так скажем, в пенсионные коэффициенты, в том числе, то есть, допустим, то есть страховые взносы, которые платит работодатель, начисляет работодатель, в коэффициенты переводятся. Так, но при этом, да, у нас учитывается максимальное количество баллов за год, не более 10, опять же, с учетом переходных периодов. В 2019 году хочу сказать, что вот именно этот максимальная составляющая составила 9,13. В 2020 году 9,57 будет составлять. Ну, у тех, кто формирует накопительную часть, у них, соответственно, это составляет, максимум составит 5,98 в 2020 году. Но здесь хочу что сказать. Это у нас началось, так скажем, в индивидуальных пенсионных коэффициентах связано со вступлением в силу нового законодательства о страховой пенсии с 2015 года, да, то есть у нас стали учитываться баллы. До 2015 года был немножко, так скажем, иной порядок расчета, который, в принципе, применяется и по настоящее время, да, для именно определения размеров пенсии. То есть, поскольку у нас до 2015 года существовало два закона о пенсиях, да, соответственно, это закон о страховых пенсиях и закон до 2002 о государственных пенсиях Российской Федерации. Соответственно, и подразделяется порядок учета пенсионных прав, приобретенных до 2015 года. На размер, в частности, на размер пенсии влияет количество страхового стажа, приобретенного до 2002 года, а также среднемесячной заработной платы, из которого определяется размер пенсии. Это, как правило, 2000-2001 год, либо, то есть, заработная плата учитывается за 60 месяцев до 2002 года, за любые 60 месяцев именно работы, да, до 2002 года. После 2002 года учитываются страховые взносы, которые начислил работодатель именно в полном объеме. Здесь никакого у нас не было ограничения, в отличие нового пенсионного законодательства, которое у нас именно вот ограничивает вот этими баллами, да. И, соответственно, рассчитывается размер пенсии на 2015 год, и это все переводится в баллы. То есть, таким образом, именно определяется индивидуальный пенсионный коэффициент за периоды 2015 года. За периоды после 2015 года, да, соответственно, уже он известен. Количество баллов нам известно, эти сведения содержатся в выписке из лицевого счета, которую, в принципе, вы можете посмотреть, да. Ну и, в принципе, также, если у вас имеются сведения о стаже за период там, до 2002 года, да, также именно идет расчет индивидуального пенсионного коэффициента именно по этим правам, по которым я сейчас рассказала, да. Но единственное, что хочу сказать, и тоже есть у нас обращение граждан, что количество баллов, которые отражены в личном кабинете, да, не соответствуют тем баллам, которые мы устанавливаем при назначении пенсии. Почему такая ситуация возникает? А возникает она потому, что вот в лицевом счете у нас этот, как сказать, индивидуальный пенсионный коэффициент рассчитывается с учетом общеустановленного пенсионного возраста. Опять же, да, а поскольку у нас граждане
наши граждане выходят на досрочную пенсию, соответственно, расчет осуществляется из более высокого ожидаемого периода, соответственно, количество баллов оно не будет соответствовать. Это количество баллов у нас умножается на стоимость пенсионного коэффициента, который в 2019 году составляет 87 рублей 24 копейки. С 1 января 2020 года стоимость коэффициента составит 93 рубля. И, соответственно, мы определяем таким образом размер страховой пенсии. Страховой пенсии у нас устанавливается фиксированная выплата в твердом размере. Да? Если на сегодня у нас размер фиксированной выплаты пенсии по старости составляет 5334 рубля 19 копеек, если точно, да, соответственно, от этого размера потом очень много, как сказать, определяются размеры других составляющих, которые устанавливаются. Так, допустим, в фиксированной выплате у нас устанавливается повышение фиксированной выплаты за проживание в районах Крайнего Севера, либо в местностях на соответствующий районный коэффициент, да, либо устанавливается повышение за работу в районах Крайнего Севера, либо за работу в местностях, приравненных районах Крайнего Севера. Да, ну что хочу сказать, вот повышение это у нас за работу на Крайнем Севере составляет 50% от размера, вот, который я сказала, да, а за работу в местностях повышение составит 30%. Соответственно, если да, наши граждане в Сыктывкаре, которые проживают, районный коэффициент установлен в размере 20%, и если человек выработал северный стаж, соответственно, повышение ему будет установлено в размере 30%, что ему намного выгоднее. Кроме того, в размере 1/3 устанавливается повышение на детей, которые находятся на иждивении родителей, да, либо там на детей до 18 лет в размере 1/3 от этой суммы. В отношении граждан, которые являются инвалидами первой группы, либо достигли 80-летнего возраста, устанавливается повышение в размере фиксированной выплаты, то есть в размере, то есть получается ему 2 фиксированные выплаты выплачивается. Ну и, соответственно, законодательством предусмотрено также вот установление нескольких надбавок, да, то есть, соответственно, гражданину может установлена надбавка и за работу на севере, и установлено повышение на иждивенца, и может быть установлено повышение, да, в связи с тем, что он там является инвалидом первой группы, либо там достиг 80-летнего возраста. То есть пенсионное законодательство вот в данном случае там предусматривает установление нескольких надбавок. Это повышение не носит заявительный характер. То есть, если Какое? Повышение в связи с достижением 80 лет, да, это необходимо в данном случае, то есть при достижении данного возраста осуществляется перерасчет, то есть и не требует именно письменной подачи заявления о перерасчете фиксированной выплаты. Но в отношении детей, да, то есть когда у нас, допустим, пенсия установлена, ребенок пошел учиться, да, соответственно, необходимо обратиться в территориальный орган для перерасчета. Но опять же, да, и в том числе и представить документы, именно подтверждающие нахождение на иждивении. В этом случае перерасчет осуществляется со следующего месяца, да, то есть здесь... Я через это проходила, можно я коллегам скажу? Это, если вы лучше своим детям через Сбербанк онлайн переводить, наличкой давайте. Вот эти переводы из Сбербанк онлайн выписки будут подтверждением того, что вы содержите. Купили компьютер ребенку, да, оставьте чеки. Вот, ну, я через это просто проходила. То есть документальное подтверждение именно, да, оказание материальной помощи, которое носит, так скажем, понятие иждивения, оно так и раскрывается. Это оказание материальной помощи, которое носит постоянный характер. Можно глупый совсем вопрос? Вот изначально вот эти все коэффициенты. Но ведь я получаю пенсию, я же продолжаю работать. Значит, у меня увеличивается стаж, у меня там дальше идут отчисления. Это влияет на пенсионные коэффициенты в дальнейшем? Как-то он корректируется? Да. Корректируется, да. Работающие пенсионеры. У нас проходит ежегодный перерасчет, тоже беззаявительный, да, именно за счет того, что учитываются вот эти коэффициенты по состоянию на 31 декабря года, предшествующего перерасчету.
То есть, ну, я хочу тут обрадовать, что вот величина именно коэффициента ограничивается 3 баллами. Да, независимо от того, того, какие как- у меня там отчисления. Да, никакие отчисления, да. что Да, я вот по вопросу стажа, да, я хочу сказать, что я сказала в своем выступлении, да, что вот право раз определили, в принципе, какая разница, да, какой там стаж. Стаж учитывается именно для размера по состоянию на 2002 год, то есть какой приобретен. Дальше он, так скажем, никаких правовых оснований не влечет, за исключением тех случаев, когда вот необходимо доработать человеку страховой стаж, либо там северный стаж для установления именно повышения в связи с работой на севере. Я поняла. И вот теперь вот, может быть, это будет дальше, но может быть вот здесь будет понятно. Вот эта вот фишка уйти, уволиться, 3 месяца побыть в отпуске, уволившись, понятно, и потом вернуться и получить перерасчет и всю дальнейшую жизнь получать пенсию 1000 рублей больше, чем до этого была. Это что за штучка такая? Ну, это вопрос не ко мне. Андрей Анатольевич сказал, что да, пенсионный фонд является правоприменительным органом. Да? То есть мы исполняем те нормы, которые у нас прописаны. Поэтому я считаю, что вопрос это в данной ситуации неуместен. Да? Это просто ваши эмоции в данной ситуации. Нет, я просто, это все в рамках закона, так? Да. Есть. Да, да. Именно 3 Да. месяца, да, нужно не работать 3 месяца. Почему не 3 месяца? Очень. Почему 3 месяца? С чего вы взяли вот эти 3 месяца? Откуда у вас такое? Нет, просто у педагогов большой Большой отпуск. Ну, И они вот этот большой отпуск, ну, условно говоря, с 1 июня уходят и пошли до 1 сентября. Да, Да, официально конечно, меняется. конечно. Месяцы не Получают работают. компенсацию за неиспользованный отпуск. 3 месяца спокойно отдыхают, 1 сентября приходит, ну, ты их берешь, потому что понятно, да, Ну, кому-то надо, их нет, да, их надо, они должны работать, и они получают индексацию, но опять же до следующей индексации. до Ну, так они следующей. следующим летом также будут? Нет, ну смотрите, вот ситуация, да, на примере, да, то есть, соответственно, человек уволился в июле, ну, в июне, допустим, да, возьмем июнь, да, с июля по истечении 3 месяцев, да, он стал получать, да, свою пенсию, размер пенсии с учетом индексации. Получает. С января 2020 года мы осуществляем перерасчет, то есть индексацию пенсии, да, он уже является как работающим, соответственно, у него эта индексация, которая именно запланирована на 2020 год, она не пойдет, одна только индексация, да? Вот, она не пойдет, то есть пенсию будет получать без индексации. Потом следующим летом он опять уволится? Да, но все равно какой-то, ну, таким образом, да. Знаешь, что его он найдет работу однозначно. То есть, получается, он имеет как- смысл. Да, Вот у меня есть. разница получается 1500. Люди говорят просто вообще. Ну, кто долго не выходил, ну, я только устроилась. Есть разница, да, есть. 1500 в месяц, ну, за год, извините. Ну, кто долго не выходил, а я что-то на работу устроилась. Если возможность есть такая, то... Ну, вы, в принципе, вот сами тоже можете, кстати говоря, свой размер с 2020 года просчитать, зная пенсионные коэффициенты, да, вот я вам сказала стоимость, да, вот 93 рубля. И фиксированная выплата, вот без всяких этих надбавок, 5686 у нас будет составлять. То есть умножаем ее, вот если у вас там командировок нет в районе Крайнего Севера, на 1,3, да, соответственно, получаем размер и пенсионный коэффициент умножаем на 93. Все это суммируем, то есть вот такой размер пенсии, он будет с 1 января 2020 года. Это именно в отношении, кто не работал, да, кто, конечно, работающий, кто сколько получал, то столько и будет. Ну, еще что касается размера пенсии, тоже хочу, да, тема такая новая, и наверняка слышали, да, что пенсионный коэффициент у нас не дается не только за трудовую деятельность, за взносы, да, а еще устанавливается за определенные периоды, да, то есть это за периоды службы, за каждый год службы 1,8 балла, за период похода за инвалидом первой группы, детьми-инвалидами старше 80 лет. Но я хочу, кстати говоря, еще тоже сказать, что у нас граждане, которые осуществляют уход за инвалидами первой группы и либо лицами старше 80 лет, если они не работают, да, они имеют право получать ежемесячную компенсационную выплату, то есть именно по уходу за этими гражданами. Да? Плюс это включается в страховой стаж.
В отношении, скажу, что родителей детей инвалидов, да, которые осуществляют уход за этой категорией, то это уже, конечно, сумма совершенно другая. Там эта сумма у нас равняется 10 тысячам плюс районный коэффициент. В некоторых ситуациях, поскольку вот это сейчас сумму увеличили с 1 июля, да, в некоторых ситуациях и возникают такие ситуации, граждане к нам обращаются и просят отказаться от пенсии, поскольку размер именно получаемой этой компенсации, он выше, чем размер пенсии. Так, и еще у нас также пенсионные коэффициенты даются за периоды ухода до достижения возраста 1,5 лет. Ну и размер зависит этих коэффициентов именно в зависимости от того, да, за каким ребенком осуществлялся уход. То есть, соответственно, если уход осуществляется за первым ребенком, то 1,8 балла устанавливается. Если же уход осуществляется за 4-м ребенком, то каждый год, да, ухода такого будет равняться 5,4 балла. Ну, в принципе, вот все, что я хотела вам рассказать, показать. Если вопросы какие-то есть. А можно, да, я вернусь к предыдущему вопросу. Вот вы сказали, кто вам сказал, что 3 месяца. А какой должен быть перерыв вот этот, чтобы считался гражданином официально не работающим? У нас Ну, смотрите, вот давайте по отчетности, вот как Андрей Анатольевич скажет. Смотрите, то есть у нас отчетность работодатель представляет ежемесячно до 15 числа следующего месяца. То есть, смотрите, человек увольняется, ну, возьмем тот же самый июль, да? Человек кусок работал в июле, да, соответственно, июль, да, сказала? Или июнь, да? Июнь. Увольняется первый день рабочий, считается рабочим. Июнь у него считается рабочим. Потому что он первый числовой, последний день. Если он увольняется 30-го, да, то не будет. Если 1-го, 2-го, 3-го, июнь считается, то есть работодатель представит форму по форме СЗВМ, что он является работающим, представит на эти формы у нас в июле месяце. Вот. Эти формы, каким образом они у нас доходят до пенсионного фонда? В течение месяца они садятся, эти сведения, на федеральный уровень, да? То есть уже это 2-й месяц. И потом у нас появляется 1 месяц для рассмотрения, да, соответственно, 3 месяца. Но он работающий, будет являться за июнь работающее основание для... Не это самое. Да, подождите. Дальше следует, то есть за июль. То есть, получается, за июль у нас поступают сведения за июль в августе. В сентябре они поступают к нам. Ну и, соответственно, с 1 октября, да, осуществляется перерасчет за 3 месяца назад, да. Вот теперь смотрите, вот ситуация, да, июнь был работающий, допустим, да, уволился в июне какого-то числа, да, и... Получается июльскую пенсию? Нет, подождите, так, нет, подождите, сейчас скажу как. Допустим, уволился и поступил в июле, да, обратно на работу. Неважно, да, обратно. Что у нас получается? В июнь у нас поступили сведения, работают, июль сведения работают. Перерасчета нет никакого. Да. Соответственно, рассмотрим ситуацию дальше. Таким же образом. Допустим, в июне он уволился, да, и в августе. То есть вот как ситуация, да, пришел в августе работать, да, он поступил на работу, да, тогда у нас уже вот июль месяц поднимется, что он не работающий, соответственно, с июля мы сделаем перерасчет. Да, то есть месяц. То есть он либо месяц должен пройти. Месяц, да? То есть он Не ровно, а календарный месяц. Понимаете, месяц можно считать с 15 по 15, в этом случае, как я сказала, примерно, будет считаться, да. Он может уволиться, допустим, 31 мая и прийти на работу 1 июля, и уже целый месяц у него получится, что он будет 1 августа. Июля. И уже получит право на перерасчет. То есть 1 целый месяц можно. Да, ну как бы получается, чтобы оно по месяцам по оформлению получалось не 1, а 2. Можно уточнить, пенсионный фонд налоговую предоставляет информацию без, получается, человека, без гражданина, чтобы пенсионер получал уже те налоговые льготы, которые может получать? Так, это вы говорите сейчас про статус предпенсионера или пенсионера? Нет, да. Вот я скажу, что эти все сведения у нас содержатся
как сказать, СМЭФ, да, то есть, и, соответственно, для того, чтобы не пенсионный фонд, а налоговые органы подключены к данной системе, да, и для того, чтобы, да, то есть они запрашивают эти сведения через эту, через эту систему. Но только, и опять же, из практики, когда пришел счет и выяснилось, что я должна, пришлось идти в налоговую и писать заявление. Это странная история. Ну нет, они запрашивают, обращаться к ним все равно надо будет. Для того, что они, откуда знают, у кого там есть право, то есть им нужно обратиться, соответственно, эти сведения не запросят. Они должны эти сведения запросить. То есть не вы сами должны принести, допустим, этот документ, справку, Нет, документ нет. Я что вы являетесь там пенсионером, либо там, допустим, что относится к статусу предпенсионера и так далее. Дальше вопрос. Удостоверение пенсионеров отменили, теперь выдают справки. А с учетом того, что вот эта вот цифровизация вся, как предполагается облегчить гражданину предоставление информации, что он является пенсионером, ну, везде, где это возможно, при посещении объектов культуры, например. То есть всем же понятно, что бумажная справка – это очень неудобно. Ну, мне разрешили ее заявление. Нет, это понятно, что вы Ну, другого пока варианта никто ничего не планирует. Единственное, Ну, перспективы, вы же, во-первых, перспективы это электронный паспорт. Да, то есть Электронный паспорт, да, планируется, что будет непосредственно в электронном паспорте и содержаться информация и о СНИЛСе, да, картонный номер, и вот там ИНН, допустим, то есть какие-то те моменты, которые постоянно учитываются, являются ли пенсионером, или пенсионером. То есть это то, что в электронном виде эта информация у нас уже есть, да, в электронных сервисах вы можете получить, допустим, ну, если является ли человек пенсионером, то, что можно есть у нас такой запрос. То есть реально на сегодняшний день, вот насколько я знаю, пока это предусмотрено только в плане электронного паспорта. До этого, если вы помните, была универсальная электронная карта такого плана, сейчас существует, у них же все заведено, почему нет? Карта москвича, карта москвича, да, то есть это региональный проект. Если у нас региональный проект, то будет вкладываться. То есть реально должен быть что очень удобно, я считаю. очень удобно на самом деле иметь какую-то карту. Нет, да. это конечно. Кошелек ее также завел, в электронный формат и ходишь, просто везде предъявляешь, так что Ну, это приезжаешь в магазин. Ну, во-первых, приложение вот эти для любого телефона, да? Ну не для любого, то есть понятно, что тоже приложение, вот как оно там называется, мобильный, куда грубо говоря, там, да? То есть оттуда можно, в принципе, ну, для того, чтобы подтвердить, что вы являетесь пенсионером, сфотографировать. Можете, да, и носите с телефона. Принимают, нет Вот фотографий? же сейчас смотрите. Нет, нет. Нет. Да вы просто Нет. сфотографировали, вы эту И фотографию они ведь предъявляете. указывают, очень многие, даже там же в музеях или где-то там, когда приходишь, они указывают номер того документа, который ты предъявляешь. Я, например, нахожусь в положении, что удостоверение ветеран труда. Они списывают удостоверение ветерана. Да, я почему говорю, вот я нахожусь в положении так, что у меня есть хоть какой-то Номер. Потому что у справки там ничего нет. Там номера нету, да. Только дата выдачи. Ну, печать, да, и все, больше ничего там. То есть в некоторых Очень неудобно. на некоторых объектах его не принимают. И когда Сейчас даже кошельков у людей. Вот я не ношу, не пользуюсь кошельком, я лишь положить эту справку левую. Это очень удобно. Сейчас пенсионеры молодые или что. Просто сколько было удобно денег в эту универсальную электронную карту, да, Да. мы получим Да, всё это. проект. Очень проект был хороший, Люди перспективный, с получили, электронным кое-кто ключом. получил, У нас. Мы все впереди планеты. А, ну да. Конечно. И, наверное, это прикрыли, это по-тихому, честно говоря, очень. И потом, конечно, больше меня очень беспокоит, там прекратили трансляцию или нет. Вот смотрите, если сегодня говорят о том, что финансовая грамотность должна повышаться, как активно включается Центральный банк, проводятся такие масштабные мероприятия, смене финансовой формы, неделя сбережений, финансовые там всякие мероприятия. Если мы сегодня понимаем, что гражданин должен участвовать в формировании своей пенсии, значит, гражданину надо работать. Как с детьми, но не только с ними, а, например, с предпенсионерами, у которых будет 5 лет, и они должны будут, да, тоже, и над этим точно будет. То как вот пенсионный фонд, его отделение
именно работают в этом направлении или планируют работать. Потому что вот это надо показывать, ну, понятно, Все педагоги сегодня. всем, абсолютно всем, понимаете? Вот. В плане того, что вот, по большому счету, эти Да, у нас кстати, народ это особо- не Это не сильно спасет, потому что надо дальше брать, надо в некоторых говорить. ситуациях. Надо многие вещи. Школа, да, зарегистрирована она в качестве страхователя в управлении ФСР в городе Спиртае. Обратитесь туда, у нас выйдут и вам прочитают специалисты, которые... Ну, вы же знаете, что вы не шибко выходите, потому что вы Почему почему выходите? вот эта вот история с тем, что учителя свой стаж, у них он тоже отодвинулся, и никто вообще об этом не сообщил. Специалисты пенсионного фонда при встрече с руководителями, ну это так, с руководителями образовательных организаций, они жалуются, просто фиксируют. Когда им это сказали, они сказали, а вы, пожалуйста, работодатели, директора школ, сами сообщите своим работникам, что у них Растут деньги сами. я говорю, я точно это не буду делать. Зачем? Чтобы вы меня съели? Да. Точно я не буду делать. Вы-то тут при чем? Да. Это И закон. получается, что я Не не очень, не очень. Да. Нет, это понятно. Но кто-то должен, видите, Центробанк России, ну, благодаря, видимо, наверное, руководителю там, вот этой программе, они все-таки просто активно, даже агрессивно, ну что уж тут говорить, агрессивно. Вот всю осень мы работаем на финансовую грамотность с Центробанком России, с отделением, понятно, национальным. Мероприятие за мероприятием, масштабные, я могу вывести детей, там будут специалисты, такие как вы, с ними проведут и игры, и беседы, и ответят на вопросы. А в плане пенсионного законодательства, вот это Все для молчат. детей нет. Все молчат. Да. Для детей почему? Недавно у нас квест проводился, с детьми очень интересный квест был. Это реально прямо в отделении проводился. С технологическим лицеем, я знаю. Поэтому вопрос, как это можно устроить для других детей? Да, Я да. читала это в Предложение, паблике. Вы же можете Напишите. я выйду на проект, хорошо? Мы вам напишем. Это ведь всегда Что у напишите. вас с этим Потому занимается? Это обратиться в отделение, да? Вот в отделение, знаю, да? То есть вот хотим участвовать, да? То есть на следующий год я делать. Что через руководство Да, Личный контакт будет. Нет. Технический лицей? Технологический. Ну, по крайней мере, как я на сайте управы прочитала, там это, конечно, Нет, я Причем вам каждый скажу, год разные. Вот у нас учебные заведения участвуют. Не всегда один, то есть там гимназия, там не гимназия, то есть разные учебные заведения. Презентацию здесь лучше удалить, а вы Да, я вам лучше. уже. Давайте мы сейчас ее закроем. насколько запутано. И так часто меняется законодательство, что наши специалисты сами это не всегда я делают. понимаю, Честно. да. Потому что это надо поднимать вот, бумаги и пользоваться. Плюс еще уметь спокойно и свободно и понятно разговаривать на сложные А темы. люди-то очень у нас разные бывают. Это надо разговаривать с детьми, которые еще не очень агрессивны. И на Детям этом это, в общем-то, Не всегда бывает абсолютно интересно. неинтересно. Да. Вот вы... Ну хотя бы в форме игры, а в форме игры нет. Какой Вот я возраст? работаю в пенсионном фонде. Можете Дочь своим 20, коллегам не забыть? 25 лет, да? Она официально нигде не работает. Она зарабатывает приличные деньги, да, и ее абсолютно не интересует вот эта будущая пенсия. И когда вот повысился пенсионный возраст, она мне сама сказала, ну пап, ну и чего? Вот ты говоришь, что вот, ты нехороший человек, то есть зачисления не делаешь, пользуешься всеми благами, там, налоги мы платим, там, дороги делают, там, в школах люди учатся, там, медицинскую помощь получают, а ты вот этого не делаешь. Вот. А взяли, подняли пенсионный возраст, все. С большим счетом никого не спрашивают. Я как раз попал я Так же, как восьмого я попала. рождения, 60, то есть... это понятно, да. Грубо говоря. Здесь как раз такое. Лариса Игоревна, сколько вы возьмете? Я возьму буквально по Я одной вот штучке рекомендую- себе. Да, возьмите. А вы не ведете? Я веду. Зачем немного? Для меня плата, с учетом того, что мы сейчас Просто без читать, конечно, очень не очень это Читать интересно. я не Мы выходили, у нас тоже свои есть проблемы в плане того, что, во-первых, нам нельзя в рабочее время заниматься. То есть были у нас раньше, допустим, читали мы лекции, какие-то денежки получали в пенсах. А, ну это да, это Академии, запрещено в госслужбе. в университете государственном нашем, тоже как бы
году можно было это делать. Сейчас это делать нельзя, раз. Два, реально у нас, начиная от главного специалиста, необходимо заполнять декларацию, и это свои проблемы. Ну, сейчас понимаем, что такая же. У нас у всех есть Раньше такого не было. И вообще-то у нас, если кто-то хочет, чтобы к нему пришли, мы это Все делаем. пишут? Да. На На руководителя просим организовать там провести по теме, указывать тему. С этим будете делать, вы заберете обратно? Я не, вы забираете. Я деньги. заберу, я забираю везде. Я же Я звоню, просто вам я же хочу. в больнице А, по давайте, отдельно. давайте. Я же, мне есть куда деть. Мне есть куда деть. Там же и родители, и дети, и Просто все. сейчас читать, конечно, не очень. Я только вот Есть видео. с вашего разрешения заберу ваш пакет. Но для того, чтобы Папочку вашу вытащу отсюда, пакет заберу, можно? Я в него сложу это все. папочка, это билеты вы кучу. Ну, я просто не знаю, что пакет просто... Ну, забирайте, Можно? Ну, там Спасибо вам есть. огромное. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Да. Пришел, это потеряли. Ну, я думаю, трансляция. Ребята, здесь обычно выключают, закрывают. Что выключают? Свет как минимум. А я не знаю, Все как... так ушли, как бы. Я просто это все раздам. Люди что правильно снесли.